В эфире итоговый выпуск новостей о самых заметных событиях вторника, 13 июля, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. В этом году площадь, пройденная огнем в лесах Якутии, меньше, чем в прошлом. Тем не менее, ситуация сложная. Сколько лесных пожаров бушуют в регионе? Климатические изменения на планете, произошедшие за последние 50 лет, напрямую связаны с вечной мерзлотой. Расскажем, какую пользу дает изучение криолитозоны. Осадки в столице региона не только тушили пожары, но и добавили немало проблем жителям дома на проспекте Ленина. Пожелтели и отсырели потолки, а у некоторых обвалилась кровля. В Нерюнгринском районе инспекторы ГИМС, сотрудники МЧС и МВД проводят рейды на водных объектах. Какие опасности таит в себе открытая вода для отдыхающих? Работа на пригородных полях Якутска в разгаре. Опытный овощевод выращивает органические овощи и фрукты и поделился с нами секретами высокой урожайности. В этом году площадь, пройденная пожарами в Якутии, меньше, чем в прошлом. Об этом заявил руководитель Рослесхоза Иван Советников на совещании комиссии по лесопожарной обстановке. Айсан Николаев выразил огромную признательность Рослесхозу и Министерству природных ресурсов и экологии России за помощь. На пожарах в республике работают более 800 десантников пожарных, сотрудников авиалесоохраны из 10 субъектов страны. Заняты на тушении воздушные суда МЧС, вертолеты Министерства обороны, самолет Б-200. А всего в Якутии действует более 300 очагов на площади порядка 1 миллиона 200 тысяч гектаров. Из них в охраняемой зоне тушат 74 возгорания. Кроме того, по поручению Владимира Путина авиация Минобороны России приступит к тушению лесных пожаров в регионе. Об этом объявил министр обороны Сергей Шойгу, написал на своей странице в Инстаграм Айсан Николаев. Местами дислокации самолетов Ил-76 со специальными выливными приборами выбрана Западная Якутия. Это будет усиление группировки воздушных судов Минобороны, состоящей из 4 вертолетов Ми-8. Также по заявке авиалесоохраны работает самолет по вызову искусственных осадков Ан-26 «Циклон». Теперь к эпидобстановке. Еще 96 человек заразились коронавирусом в Якутии за сутки, сообщает оперштаб. Из них в Якутске 53. В Хангаласском районе 8, в Вилюйском 6, в Мирнинском и Нерюнгринском по 5 инфицированных. В Алданском и Жиганском районах по 4, в Мегино-Кангаласском и Аймеконском по 3 случая. В Намском и Амгинском по 2 и в Момском районе 1 заболевший. Всего в республику поступило более 271 тысячи доз вакцины. Первую прививку получили почти 239 тысяч человек. Вторую – 183,5 тысячи якутян. Использовано 88% от поступившей в республику вакцины. По данным Сахастата, численность занятых в экономике увеличилась почти на 5 тысяч человек. Также общая численность безработных уменьшилась почти на 7% и составила 35 тысяч якутян. Во многом улучшению ситуации способствовало частичное снятие ограничительных мер. Подробнее в материале с Арглан Неустроевой. Прошлый год стал настоящим испытанием для рынка труда во всем мире. Так, в республике уровень безработицы повысился на 0,7%. Однако уже к марту этого года статистику удалось улучшить. Количество вакансий увеличилось на 11%, а численность зарегистрированных безработных снизилась на 28%. У нас картина на сегодня такая, что в целом по республике рабочая сила по сравнению с прошлыми годами немного растет. У нас получается 502 тысячи граждан, это у нас рабочая сила. И, соответственно, динамика занятости тоже немного выросла по сравнению с прошлым годом. В этом году свою лепту в развитие рынка труда вносят и общественники. Так, благодаря проекту «На вахту-14» на заработки в крупные промышленные районы уезжает уже 4-я группа. При этом обучение проходит за счет самого работодателя. Мы специально готовим ребят, не просто ребята туда едут работать, а самое главное, мы здесь их обучиваем. У нас есть соглашение с компанией «Колмар», обучаем по им интересующим специальностям. И самое главное, вот обученные ребята идут и сразу начинают работать. Не сдельная работа там,
а они уже вступают как специалисты в компанию «Колмар». Тем не менее, жесткие требования Роспотребнадзора во многом и ограничивают возможности Центра занятости населения. Нынче это коснулось подростков, желающих трудоустроиться на летнее время в городе Якутске, в Алданском, Амгинском, Вилюйском и ряде других районов республики. В этом году мы планировали порядка 4300 ребят трудоустроить на летний каникулярный период. На сегодня у нас порядка 1200 ребят трудоустроены, работают. В том числе у нас уже несколько лет идет трудоустройство в оленеводческих хозяйствах. Тем не менее, несмотря на все еще действующие ограничения и угрозу заражения COVID-19, республика начинает возвращаться к показателям 2019 года. Станет ли это отправной точкой постковидной эпохи, покажет время. Сарглана Неустроева, Владимир Павлов, Георгий Григорьев, Якутск. Изучение развития северных территорий и особенностей строительства, жизни, а также экологического состояния невозможно без наблюдений за изменением криолитозоны. Именно этим занимается научно-образовательный центр «Север». Подробнее о целях, задачах и направлениях работы нового центра в материале Юрия Осипова. По словам ученых, климатические изменения на планете, произошедшие за последние 50 лет, напрямую связаны с вечной мерзлотой. А значит, необходимо изучать ее современное состояние и эволюцию для возможности прогнозирования дальнейших изменений. В этом и состоит одно из направлений исследований кластера рационального природопользования в криолитозоне научно-образовательного центра «Север». Как себя ведет природная среда, в том числе криолитозона, вот в связи с изменением климата и, конечно же, техногенными воздействиями. Другая сильная проблема – это, конечно же, геологические ресурсы, как их извлекать, как их разрабатывать. И это тоже очень мощный кластер, который должен быть разработан, и чтобы мы с вами нашли нормальные решения для того, чтобы правильно жить, строить. И в этом же кластере есть серия проектов, которая направлена на экологическое состояние территории. Это стало возможным благодаря тому, что Центр «Север. Территория устойчивого развития» стал победителем конкурсного отбора межрегиональных научно-образовательных центров мирового уровня. Напомним, что это совместный проект 5 регионов. Помимо Якутии в нем принимают участие Камчатка, Сахалин, Магадан и Чукотка. Вот наш проект был очень высоко оценен, и единогласно члены экспертного совета одобрили включение научно-образовательного центра «Север. Территория устойчивого развития» в число тех центров, которые будут поддержаны федеральным правительством. И в дальнейшем как раз нашей работой мы все должны доказать, что вот те планы, которые были нашими учеными, предприятиями, министерствами заложены в основу этого плана, так, по развитию Севера, они реальны. Уверен, что все у нас получится вместе с другими субъектами Российской Федерации. Центр имеет несколько направлений работы. Рациональное природопользование в криолитозоне, технологии хозяйственной деятельности в криолитозоне и новых материалов, комплексное энергообеспечение и новые энергоносители, биотехнологии, медицина и здравоохранение в Арктике, а также технологии обеспечения социальной стабильности на северо-востоке России. Основная цель масштабного проекта – объединение науки, образования и производства в один комплекс. Юрий Осипов, Григорий Охлопков, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Депутат Госдумы 7-го созыва Галина Данчикова проводит рабочую поездку по Южной Якутии, подводит итоги деятельности и вникает в проблемы поселений. Все подробности у Руслана Павлова. Несмотря на то, что Государственная Дума 7-го созыва завершила свою работу, депутаты продолжают исполнять полномочия в своих регионах. Депутат Галина Данчикова совершает рабочую поездку по Южной Якутии, и первым населенным пунктом, куда заглянула Галина Иннокентьевна, стал поселок золотодобытчиков Нижний Куранах. Проявленный интерес связан с федеральным законом о недропользовании и поправками, которые группа депутатов внесла на рассмотрение в экспертный совет. Когда-то, может быть, года 3 назад, 4, может быть, чуть раньше, в лицензионном соглашении было четко прописано, что компании-недропользователи при получении лицензий заключают соглашение о социально-экономическом развитии территории, на которой они работают. Считаю, что это на самом деле совершенно правильно, потому что практика есть, но нужно, однако, это формализовать. И мы внесли 2 законопроекта в экспертный совет Госдумы. Один законопроект касается охраны окружающей среды, и вопрос, связанный с заключением соглашений
о социально-экономическом развитии той территории, на которой работают, однако ввести как обязательную норму. Золотодобывающие предприятия Алданского района всегда были социально ориентированы и продолжают помогать в местах своей деятельности. Однако содействие это хаотично и непропорционально. Нужна система и баланс. Хотелось бы как раз, чтобы было какое-то объединение, реальное объединение, которое бы выработало правила игры промышленников на территории здесь Республики Саха-Якутия, которые были для всех понятны, и неважно, это ты крупная компания, крупные недропользователи или мелкие компании, которые добывают условно небольшие объемы того же золота. Правила должны быть для всех едины. И такая работа уже ведется руководством Полюс Алдан. Масштабным должен стать проект строительства жилья для специалистов золотодобывающей компании, которые будут привлекаться для работы из других районов республики по программе «Местные кадры в промышленность». Когда ориентир идет только на бизнес, на развитие какой-то там составляющей запасов, другие проекты, но забываем именно про людей, то бизнес явно будет как-то кривобокий. Как раз о чем снова было сказано Галиной Иннокентьевной, крайне важно создать максимально комфортно людей для проживания. Не только в рамках того, что они приехали на какой-то короткий период, а настраивать так, чтобы люди всегда хотели приехать и здесь остаться. Принимать поправки и писать новые законы будет уже иной состав Государственной Думы после сентябрьских выборов. Однако основываться народные избранники будут на фундаменте и направлениях, заданные Думой 7-го созыва. Руслан Павлов, Георгий Баранов, поселок Нижний Куранах, Алданский район. Мирный и удачный получит более 32 миллионов рублей на благоустройство. На эти средства построят сети уличного освещения и линии электроснабжения в городском парке. Также отремонтируют тротуары. Помимо этого, средства направят на вторую очередь технологического присоединения к электросетям частных жилых домов в микрорайоне Заречный. Это станет возможным благодаря решению, принятому на сессии депутатов районного совета. Город Удачный получит около 3 миллионов рублей на асфальтирование площади Победы. Первая криптобиокабина появилась в Якутске. С ее помощью можно оформить биометрический заграничный паспорт сроком на 10 лет без помощи профильного сотрудника МВД. Кабина расположена в центре «Мои документы» по адресу Амосова, 18. Криптобиокабина ускорит процесс передачи данных и начало обработки обращения граждан для оформления и выдачи загранпаспорта нового образца. Это программно-технический комплекс, называется криптобиокабина с криптографической защитой. Снимает биометрические параметры граждан для оформления государственной услуги заграничный паспорт нового образца. Биометрические параметры входят цифровое фотографирование и отпечатки пальцев. Все это самостоятельно формирует в один контейнер криптобиокабины и направляет путем межведомственного взаимодействия электронно в исполнительный орган. Ремонт и осадки в столице региона добавили немало проблем жителям дома на проспекте Ленина. Мало того, что после дождей пожелтели и отсырели потолки, у некоторых кровля попросту обвалилась. В ситуации разбирался Дмитрий Тымыров. До того намокло все это дело. Все течет, все насквозь. Я сегодня разговаривала с этим, который крышу кроет. Он и говорит: от меня ничего не зависит. Мне материал дали бы, я бы работал. Теперь вместо крыши тент. Стены пожелтели, отсырели после дождей, а житель 45-й квартиры и вовсе остался без крыши над головой в прямом смысле. Здесь у нас меняли трубу канализационную. И после дождя там, видимо, так сильно разбухло от сырости, что кусок потолка отвалился. Прям чуть на сантехников не упал, которые меняли трубу. Владелец пострадавшей квартиры требует, чтобы ему возместили ущерб. Однако руководство управляющей компании не спешит составлять акт о случившемся. Да и от комментариев отказались, ссылаясь на занятость. Приехала с выезда, вы меня извините, я дома сдаю, я приехала с выезда. И диспетчер, когда разговаривала, вот вы были на прямой линии. Да. Но мне некогда. Вот у меня сейчас машина ждет, потому что у меня уже инспектор стоит. Вы же сказали, обращайтесь в фонд капремонта, мы не будем... Как бы, по идее, они должны отвечать за это, потому что мы вот этих 2 дня выходных с ними боролись, мы выходили на их руководство. Они сказали, мы с жильцами будем разбираться сами. Дом старый, 62-го года постройки, поэтому проблем много. В этом году фонд капремонта начал проводить работы, которые, согласно их плану, должны были начаться еще в 2019-м, но пандемия внесла свои коррективы. 23 мая, наверное,
по всему дому. И вот до сих пор вот так вот все. И что они говорят вам, вот вы их говорите, Да ничего видели? не говорят. Мы никого не видим. Молчат. Материалы действительно в этом году затянулись, и, может быть, даже с увеличением стоимости на материалы в этом году. Подрядчики наши, допустим, очень столкнулись с трудностью, с покупкой, с приобретением именно пиломатериалов. То есть, получается, сейчас строительных материалов нету, да? В данный момент уже есть. А когда начнутся работы именно непосредственно по перекрытию? Люди же так не будут. Сейчас у нас на этой неделе уже дождь обещается, и они боятся, что вообще дом рухнет. Нет, мы на это, конечно, сейчас выйдем, отреагируем, заактируем все это. Подрядной организацией, которая занимается ремонтом этого дома, является «Капитал Плюс». Уже до конца лета они должны завершить помимо ремонта крыши работы по водоотведению, водоснабжению и электроснабжению. Задача кажется сейчас невыполнимой. Впрочем, руководство фонда капремонта пообещало на днях выехать и ознакомиться с ходом строительных работ по адресу лично. Ведь их задача – проконтролировать, чтобы подрядная организация успела все в сроки. Дмитрий Тымыров, Джулсан Иннокентьев, Якутск. Жителей Ленска одолевает неприятный запах от фермерских угодий, расположенных под окнами многоквартирных домов микрорайона Теплый Стан. А посаженные кем-то на цепь собаки возле подъездов не дают прохода и своим лаем мешают спать ночью. Общественный совет и административная комиссия встретились с недовольными горожанами. Как решат эти и другие проблемы, расскажет Анна Кожевникова. Мало того, что жители микрорайона Теплый Стан постоянно страдают от плохой транспортной логистики и низкого качества своих домов, так и придомовая территория находится в запущенном состоянии. В этот раз жильцы многоквартирных домов обратились к общественному совету с просьбой помочь им решить их проблемы. Собачьи будки, соответственно, с обитателями, которые не дают спать по ночам своим лаем и агрессивно реагируют на прохожих. Разобранная автотехника, ограждение совершенно неэстетического вида. Чье все это имущество, выясняли члены общественного совета, административной комиссии, представители ветеринарии и городской мэрии. Еще одна из основных жалоб жителей Теплого Стана – сильный запах от содержания сельскохозяйственных животных в непосредственной близости с жилыми домами. Подняли все документы, выяснили, что там назначение участка под растениеводство, а там находится животноводство. Соответственно, все это пахнет и несет в квартиры. Там незаконно занятая территория. А вот в чьем владении земля, даже полностью не огороженная, на которой размещена сельхозтехника и крупнорогатый скот, и почему жилой микрорайон граничит с фермерскими угодьями, еще предстоит разобраться. Сделали запрос в администрацию города для того, чтобы определить конкретно, места дислокации данной организации. В отношении, гражданина, который содержит собачек в будках, а также ремонтирует технику, автотехнику, составлен акт. Материал, который будет рассмотрен по статье 6.25 Кодекса Республики Саха-Якутия. А что касается обращений по поводу несанкционированной свалки по адресу Автотранспортная, 14, она уже ликвидирована. А мы будем следить за ходом решения проблем, с которыми столкнулись ленчане. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В Нерюнгринском районе инспекторы ГИМС совместно с сотрудниками МЧС и МВД проводят профилактические рейды на водных объектах. Напоминают отдыхающим правила безопасности. Особое внимание уделяется безнадзорным детям, которые находятся на водоемах без сопровождения взрослых. Продолжит тему Екатерина Павлова. В знойные солнечные дни на водоемах Нерюнгринского района многолюдно. Прохладу в воде ищут десятки отдыхающих, в том числе дети без родителей. Берег опасный, много камней, коряк, вода холодная. Чтобы летнее приключение не обернулось трагедией, стражи порядка ежедневно проводят рейды по несанкционированным пляжам. Как правило, дети находятся на водохранилище Нерюнгринской ГРЭС. Как правило, дети выявляются на технологической консоли водосброса, да. С такими детьми проводится профилактическая беседа, вернее, записываются их данные детей, да, и передаются в комиссию по делам несовершеннолетних. Комиссия по делам несовершеннолетних отрабатывает уже и ведет диалог с родителями. Дело в том, что родителям необходимо знать, что вода является источником повышенной опасности, и детям без сопровождения взрослых, конечно же, находиться нельзя. Основная причина гибели несовершеннолетних на воде – купание в местах, не приспособленных
нужны для этих целей. Пренебрежение правилами безопасности на воде, бесконтрольность со стороны родителей за организацией досуга детей. Алло, Наталья Геннадьевна. Добрый день, инспекция ГИМС МЧС. Меня зовут Спасибо Сергей Владимирович. Скажите, пожалуйста, вы знаете, где ваш ребенок? А вы в этом возрасте отпускаете одних на реку? Родители предупреждают о необходимости контроля и надзора за своими детьми, разъясняют ответственность за ненадлежащее выполнение родительских прав. Далее мы уже отрабатываем в целях профилактики по недопущению повторных случаев. То есть мы отрабатываем с образовательными организациями, направляем информацию, чтобы проводили с родителями разъяснительные беседы, с родителями и несовершеннолетними. В случае, если родители выявлены в состоянии алкогольного опьянения, на родителей составляются протоколы в соответствии с Кодексом административных правонарушениях. И далее эти протоколы рассматриваются на заседании комиссии по делам несовершеннолетних, где выносится соответствующее решение. Сообщить о нарушениях по безопасности детей на воде можно по номеру 112 или по местному номеру 33 130. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Работа на пригородных полях у Якутска в разгаре. Опытный овощевод Алексей Ний 5-й год занимается аграрной культурой. В его хозяйстве на открытом грунте растут органические овощи и фрукты. Как повысить урожайность, узнавала Надежда Саханская. В суровых климатических условиях и малого количества солнечного света потребление свежих овощей и фруктов становится чуть ли не единственным источником полезных веществ и витаминов. Опытный овощевод Алексей Ний занимается аграрной культурой уже 5-й год. В его хозяйстве на открытом грунте площадью в 30 гектаров выращиваются овощи и ягоды. По словам Алексея, сбор хорошего урожая зависит от обработки земли и обильного орошения. Инновационная система полива увеличила урожайность земли на 30%. Эффективность – то, что каждый корень поливается хорошо, не так, как в одном. Если мы раньше использовали, допустим, верхний полив, это вертушки там, тогда получается капельный, это каждый корень одинаково поливается, удобрение везде одинаково получается, дает. В хозяйстве ухаживают за разными видами аграрных культур. Скоро работники хозяйства соберут урожай клубники, которая занимает 5 соток засаженной земли. В целом прогнозы на сбор в этом сезоне достаточно положительные. По валовому сбору нынче планируем по картофелю получить 11 148 тонн. По овощам открытого грунта планируем получить 5700 тонн. А по тепличным культурам более 3000 тонн. Вкусовые качества огурцов, томатов и прочего овощного ассортимента, выращенного на местных полях, дают фору привозным плодам. Ну, то, что здесь получается, да, арбуз, допустим, морковка здесь хорошо получается, очень. Она очень сладкая, сочная. Арбуз тоже здесь сладкий получается. Ну, здесь тоже все равно, здесь он прям на кусту всегда поспевает. Всегда прям с куста, как говорится, всегда вкуснее. Прямо с куста ежедневно с полей пригородного хозяйства собирают более тонны свежих овощей. Их реализуют на рынках города Якутск. Местные огурцы, помидоры и прочие овощи затем появляются здесь, на прилавках крестьянского рынка и по относительно невысокой цене. Еще 10 лет назад о свежих фруктах и овощах круглый год жители Якутска могли только мечтать. Однако теперь, несмотря на суровый климат, мечты становятся реальностью. Надежда Саханская, Джулустан Иннокентьев, Жатай, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Не забывайте о безопасности, носите маску, соблюдайте безопасную дистанцию. А еще лучше – получите вакцину. Всего доброго и до свидания.